Последние несколько лет в Ленском районе уделяется пристальное внимание развитию сельского хозяйства и обеспечению населения продуктами местного производства. Введены в эксплуатацию цех переработки, сыроварня, новый молочный цех. Продукция, производимая этими предприятиями, уже полюбилась ленчанам. Цех переработки был открыт 2 года назад. С первого дня работы предприятие начало реализовывать хлебобулочную продукцию небольшими партиями. Спустя несколько месяцев спрос на производимую продукцию вырос. Изготавливать ее приходилось в разы больше. 800 булок хлеба, 480 булочек и 150 батонов. Именно такой объем хлебобулочной продукции выпускает в день муниципальная пекарня сегодня. Работа здесь кипит с раннего утра. Именно в это время начинается замес теста, а уже с обеда пекари приступают к его выпечке. Весь процесс производится вручную. Хлеб в цехе производится по особому рецепту на сырых дрожжах, которые варят сами пекари. Тесто замешивается жидкое. Хлеб выпекается как большими, так и буханками поменьше. Маленький хлеб 200 булок у нас. То есть маленький, 350 граммовый, делаем хлеб. Где-то булок по 80 черного и 80 белого. И булочек, наверное, 80 делаем на сыворотке. Основная часть продукции доставляется в детские сады и школы, оставшаяся в фирменный магазин «Батамайский». Сегодня спрос на хлебобулочную продукцию, производимую в муниципальной пекарне, превышает ее производство, поэтому в планах у предприятия приобретение еще одного духового шкафа. С его покупкой появится возможность выйти на более серьезные объемы, ежедневно выпускать 2000 булок хлеба и расширить ассортимент продукции. Пока в цехе выпекают только 3 вида хлеба – это ржано-пшеничный, пшеничный и батон. В ближайшем будущем в ассортименте появятся подовый хлеб, гречневый, красносельский, бородинский и многие другие виды, также ватрушки и пирожки. Ленский цех переработки с прошлого года начал и производство полуфабрикатов. Специализированная машина буквально за считанные минуты изготавливает килограммы пельменей. Машина, которая делает пельмени. Вот. Туда, значит, залаживаем, как вот мы и показывали уже, фарш, тесто, маленько мучим. Они потоком идут, я только должна их завернуть, сделать форму пельменей. За минуту машина изготавливает 130 пельменей, за час 7000. Таких мощностей вполне хватит для того, чтобы обеспечить всех ленчан экологически чистым продуктом, произведенным местным предприятием. Объем-то у нас обычно зависит от потребителя. Как потребитель брать будет, так и объемы будем наращивать. Ну, сейчас на сегодняшний день попробуем килограмм 20 делать, 25 в день, хотя бы пельмени. Если будут брать, значит, будем добавлять, чтобы они у нас не залеживались. Помимо пельменей, цех переработки выпускает еще 10 мясных наименований – тефтели, биточки, голубцы, антрикоты, эскалоты, стейки и отбивные. Мясо для приготовления полуфабрикатов используется привозное, только высшего качества. Фарш изготавливается без применения добавок, только мясо и специи. Никаких добавок, ничего не будет, ни сои, ничего. Просто будет все натуралка, да. Лук, соль, перец, все, больше ничего. Это мы обещаем жителям города, что эти пельмени будут отличнейшие. Пельмени действительно очень вкусные, продегустировать удалось и нашей съемочной группе. Тесто тонкое, мясо сочное, вкусное, а главное, его много. Наше предпочтение теперь точно будет отдано именно этим пельменям. Жители Ленска тоже оценили полуфабрикат. Он на прилавках не залеживается, разлетается на глазах. Товар вообще пользуется спросом. Люди пока только знакомятся с этой продукцией, потому что продукция новая. В день где-то килограмм 50 привозят. Ну, когда 50 уходит, когда 45 уходит. Вообще как бы разбирают. Также на прилавках магазинов всегда в продаже шницель свиной, эскалот, бифштекс и антрикот, а также шашлык. И мясная продукция, полуфабрикаты. Ну, тоже, получается, привезли только позавчера. Люди также знакомятся, интерес проявляют. В ближайшее время ленчане смогут приобрести еще и вареники, колдуны, котлеты, тефтели и голубцы. В текущий момент продукция пользуется очень большим спросом. Пока умудряемся его удовлетворять. Посмотрим, как дальше пойдет. В дальнейшем планируем расширение нашего ассортимента, также наладим производство вареников с различными начинками. В Ленском районе производят местную продукцию не только цех переработки. Уже много лет в селе Батамай работает молокозавод. И в прошлом году там же была открыта и сыроварня. Ежедневный надой молока у предприятия Батамайска составляет 3 тонны. И 1 тонну молока предприятие скупает у личных подсобных хозяйств. В поселке Бичинча у нас наша же машина ездит.
Люди сдают, привозят 2 раза в неделю в зимнее время. И у нас с Мурьи. Ну, с Мурьи там всего 2 жителя сдают, около 90 литров. Тоже 2 раза в неделю. Печатаем только свежее молоко, не даем ему храниться там вообще нисколько. Сразу оно пришло, а мы сразу его перерабатываем. И печатаем, и отправляем. В день предприятие выпускает 1 тонну молока, 400 килограмм йогурта, 200 килограмм кефира, по 100 килограмм снежка и ряженки, 120 килограмм творога, помимо этого 150 килограмм сыра. Сыроварение – это новое направление для Батамайского. Сыр предприятие начало выпускать в прошлом году. Он сразу же пришелся по вкусу линчанам. Сыр очень вкусный, пользуется спросом. У нас буквально его только привезли, через 1,5 часа сыра нет. 15 килограмм распродается буквально за 1,5 часа. То есть люди, как говорится, один попробовал, второй попробовал, и все, разрекламировали. Теперь у нас за сыром очередь. Если честно, я беру только первый раз. Наслышана, вот успела, прибежала. И мама заказала попробовать. Поэтому взяли на пробу. Ну, раз хвалят, значит вкусно. Сыр первый раз попробуем, потом будем пользоваться, питаться, переходить на более экологичные продукты, скажем так. Цех оснастили новым современным оборудованием, что и позволило расширить перечень выпускаемой продукции и улучшить ее качество. Качество молока улучшилось в разы за счет мощного оборудования, мощного пастеризатора. Самый главный, я считаю, агрегат на молочной линии – это пастеризатор. Пока Батамайская выпускает только 2 вида сыра. Сыр мягкий, процесс его изготовления занимает сутки, и твердый, его вызревание занимает больше времени. Варится в течение 6 часов, потом поступает в рассол. Через сутки поступает в сырную камеру. Мы за каждую головку красим пищевой краской, дышащей, чтобы наш сыр блестел, был таким солнечным, можно сказать. Каждый день переворачиваем наши сыры. В течение 45 суток у нас тут стоят. Помимо сыра, на прилавках в магазинах ежедневно в наличии и поменявшиеся вкусовые качества и упаковку молочная продукция. Это молоко, сливки, сметана, кефир, снежок и ряженка. Улучшилась упаковка. Перешли мы на тетрапак, экологичную упаковку. Да она и не то экологичная, это одно, и второй плюс, дешевле получается себестоимость изготовления продукции. Молочная продукция предприятия уже давно зарекомендовала себя на местном рынке. Сыр тоже пришелся по вкусу линчанам, поэтому многие покупатели оставляют лишь одно пожелание – предприятию выпускать больше полюбившегося сыра, чтобы его хватало всем желающим. Надо сказать, что местная продукция уступает в разы по цене привозной, что тоже очень радует ее ценителей. По словам директора предприятия Николая Ефимова, цена расти у них не будет. По части снабжения линчан молочной продукцией никаких проблем нет. Могу заверить, что у нас молочная продукция не подорожает. Мы нашу молочную продукцию торгуем по тем ценам, которые были и в прошлом году, и позапрошлом году. И глава района Жумар Табельманов еще в самом начале объявления санкций заверил, что на местную продукцию цены заморожены и повышаться не будут. Сегодня ажиотаж идет абсолютно большой везде. Но мы к этому, в принципе, были готовы. Наверное, мы развивали свое местное производство. Соответственно, мы приняли решение еще 25 февраля, что на местную продукцию мы все цены на год замораживаем до конца года. У нас так и остается. Батамайская постоянно расширяет ассортимент. Руководство планирует возместить дефицит привозной молочной продукции и наращивать производство 1,5% молока и сыра. На днях запустим еще 2 вида сыра. И планируем к выпуску еще и творожную массу получается. Творожок, творожную массу, чтобы увеличить ассортимент в этом направлении, в направлении производства творога и творожных изделий. Эти 2 сыра у нас, качотта и моцарелла, у них срок созревания короткий, то есть от 15 до 20 дней, и они буквально через месяц появятся на прилавках наших магазинов. На сегодняшний день на переработку поступает 4 тонны молока. Производим все наши виды продукции: кисломолочку, молоко, сыр 2 вида, также творог, сливки, сметана. И выпускаем масло.
Вот, на сегодняшний день полностью закрываем потребности города Ленска, образовательных учреждений. Также начали поставлять в город Мирный в магазины, коммерческие магазины, а также работаем с недропользователями, то есть поставляем в столовые работающих недропользователей. Но на сегодняшний день мы на месте не стоим, уже готовим к цеху выпуск кисломолочного национального напитка «Бырпах». Если говорить сегодня в целом о хозяйстве Батамайское, с начала лета все поголовье переехало на летнюю ферму. Молодняк тоже перешел на уличный выпас. Заканчивается посевная. В этом году мы удвоили наши гектары и подошли к 200 гектарам. Ну, как говорят, молоко у коровы на языке, поэтому готовимся к следующей зимовке и начинаем активно уже посевную кампанию. С каждым годом поголовье предприятия растет. Сегодня оно составляет 700 голов. Отелилось 278 коров, но отдойных уже почти 300. Помимо молочной продукции, предприятие ежедневно поставляет населению еще и около 200 килограмм свежей говядины. У нас растет молодняк, свой молодняк, свое мясо вон. Это даже вот вчера завели вечером вот мясо. Вот это. Да, вчера вечером забили, сегодня распили его в магазин. Вот это мясо сейчас обвалу его еще и в садике вот мякоть отправляю. Прежде чем отправить свеженину на реализацию, ее рассортировывают по категориям. Лучшей считается первая. К ней относится мясо без костей. Его в основном поставляют в детские сады. Первая категория вот у нас идет пляшка задняя, вот передок, вот лопатки, тут все вот шейная идет на первую категорию. А вторая категория вот где с ребрами, то где где вот с таким вот с большими костями, тоже на вторую категорию идет. Наш магазин это мясо только идет пиленное мясо вот это идет в магазин только, а обвалованное чисто мякоть в садик отправляем. В фирменный магазин мясо поступает в 12 часов дня. К этому времени уже выстраивается огромная очередь. Разбирают, не хватает. Все плачут, что не хватает. Через час-полтора уже мяса нет, никому не достаются. Как уже сказали выше, глава района и руководство предприятий, производимая продукция полностью закрывает потребности ленчан. Но тем не менее производство ее будет наращиваться. Сегодня отрабатывается схема ее сбыта в отдаленные поселения района. Это поселки Витим и Пеледуй. Что касается остальных планов, так в скором времени цех переработки начнет производство бутилированной воды и дикоросов. В селе Северная Нюя в планах начать строительство круглогодичных теплиц. Также овощехранилища в городе, а в Жербе будет развиваться табуноконеводство.